История этого крохи вряд ли кого-то оставит равнодушным. Самир Квициния родился раньше срока, путем экстренного кесарево сечения. С первых дней жизни состояние малыша было тяжелым. У него наблюдалось кислородное голодание, вплоть до отека мозга. Сначала ребенка выхаживали в роддоме, затем лечение было продолжено в детской больнице. Когда ему укол делали, я видела, что он вообще не реагирует на укол, и он вообще не плакал. Даже как вам сказать, как обычно ребенок не то, что должен делать, он не делал. Он просто лежал и не двигался. Но потом, как говорили врачи, будем лечить, лечили, но уколы, все, что надо было, мы все делали. Родители ребенка обратились к неврологу. Самиру поставили предварительный диагноз – перинатальное поражение центральной нервной системы. На сегодняшний день ребенок отстает в развитии. Он не гулит и не переворачивается, не может держать голову и плохо набирает вес. Если мы не будем это лечить, она сказала, что он может к худшему этому прийти, еще может намного хуже, чем сейчас. Я 2-3 раза к ней ездила, мы проверялись, но улучшений такого нет. Тяжелые перинатальные поражения мозга угрожают жизни и здоровью малыша. Самир нуждается в срочной госпитализации в НПЦ детской психоневрологии Москвы. На лечение необходимо 350 тысяч рублей. Эта сумма неподъемная для семьи Квициния, в которой помимо Самира есть еще старший ребенок. Обратилась молодая семья с тяжело больным ребенком. Диагноз поражения головного мозга и нервной системы, развитие отстает у ребенка, и необходимо собрать 350 тысяч рублей. Ребенок Самир Квициния нуждается в экстренной помощи. Если сейчас своевременно ему помочь, есть вероятность, что он полностью сможет восстановиться и не отставать от своих сверстников и быть здоровым. И я, как член попечительского совета, обращаюсь ко всем нашим гражданам как-то сплотиться и собрать эту небольшую сумму для того, чтобы спасти жизнь ребенка. Благодаря отзывчивым людям у малыша появится шанс на полноценную жизнь. Ведь если своевременно начать лечение, можно добиться частичного или даже полного восстановления функций нервной системы. Помочь ребенку можно, отправив СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Эсма Гуладзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.